Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Александровна, и сейчас у нас с вами урок родиноведения. Интересные вопросы ожидают смельчаков. Пожелаем им удачи. Отвечайте, кто готов? И начинаем мы наш урок с проверки домашнего задания. На прошлом уроке я вам задавала задание, которое называлось «Я знаю». Я знаю 5 явлений природы. Я знаю 5 перелетных птиц. Я знаю 5 первоцветов. Я знаю 5 насекомых. Я знаю 5 животных, которые просыпаются весной. Посмотрите и проверьте, так ли у вас получилось. Я думаю, у вас все получилось правильно. И мы можем с вами приступать к новой теме. Каждый день мы слышим «экономика». А что это экономика? Из чего она состоит? Вот это мы сегодня и будем узнавать на нашем уроке. Ведь тема нашего урока – экономика, транспорт, деньги. И сегодня на уроке мы с вами узнаем, что такое экономика. Расширим представление о транспорте и его назначении. Узнаем, для чего нужны деньги и как они появились. Начинаем. Каждый день мы с вами встречаем такие предметы, как одежда, продукты питания, обувь, технику. Все это называется промышленность. Промышленность – это создание видов транспорта, станков, одежды, обуви и продуктов питания. Выращивание фруктов, овощей, зерновых культур, животных называется сельским хозяйством. Сельское хозяйство – это выращивание зерновых культур, овощей, фруктов и выращивание скота. Когда мы с вами что-нибудь продаем или покупаем в магазинах, на рынках, в интернет-магазинах, это называется торговля. Торговля – это различные магазины, ларьки, интернет-магазины, рынки. А без этой части экономики мы бы с вами жили на улице. У нас бы не было ни заводов, ни школ, ни больниц, потому что это строительство. Строительство – это создание зданий, строений, сооружений, а также их ремонт. Как одним словом можно назвать самолет, автобус, поезд, корабль? Конечно, транспорт. Транспорт – это перевозка грузов, пассажиров из одного места в другой. Транспорт бывает нескольких видов. Наземный транспорт. К нему относятся машины, поезда, автобусы. Воздушный транспорт – это самолеты и вертолеты. Водный транспорт – это катер, лодки, корабли. Вьючный транспорт – ослики, лошади, верблюды. А есть также специальный транспорт – это машины скорой помощи или пожарные машины. К нему также относится строительный транспорт, экскаваторы, бульдозеры, подъемные краны. Все это и есть экономика. Буквальный перевод слова «экономика» обозначает искусство ведения домашнего хозяйства. Или по-другому, экономика – это отношения между людьми, которые у них складываются, когда они создают товар, продают его или покупают. И еще раз повторяем, экономика состоит из нескольких частей: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Все эти части взаимосвязаны. Не было бы строительства, если бы транспорт не привозил строительные материалы. Наши бы магазины закрылись, если бы не выращивали сельскохозяйственные продукты. Еще одна часть экономики – это деньги. Деньги бывают металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при покупке, продаже,
средством платежей и предметом накоплений. У древних людей денег не было. Они обменивали один товар на другой. Позднее люди вместо денег использовали красивые камни, сушеную рыбу или шкурки зверей. Но торговля расширялась, и это стало неудобно. И люди стали делать металлические монеты. Их делали из серебра, меди, бронзы, золота. На них изображали богов или портреты царей. В Китае придумали первые бумажные деньги. А какие деньги используются у нас в Кыргызстане? Сом. Сом бывают металлические и бумажные. На бумажных купюрах изображены известные люди Кыргызстана, акыны, поэты, актеры, писатели. Наш урок подходит к концу. И сегодня мы с вами узнали, что такое экономика и из каких частей она состоит. Расширили представление о видах транспорта, узнали историю денег и какие деньги используются в Кыргызстане. А сейчас опять домашнее задание. Попробуйте вспомнить и нарисовать любую часть экономики. Сельское хозяйство, промышленность, торговлю, транспорт или строительство. А еще, пожалуйста, найдите загадки о видах транспорта. Если получится, свои рисунки отправьте своему учителю. До свидания. Наш урок закончен. До новых встреч!